Приветствуем всех людей доброй воли. Ассаламу алейкум рахматуллах всем мусульманам. Честно говоря, до глубины души был я возмущен и оскорблен, как и весь нохчий чеченский народ, вопросом, заданный каким-то местным региональным депутатом Сергеем Климовым, и таким же вопросом украинского блогера Карпенко. Мы назвали его Кахпенко. И вот, отвечая этому Климову на вопрос, Апти Алаудинов выдал такую чушь и такое оскорбление, как и сам вопрос, что вопрос был таков, мы знаем, можно ли чеченке выходить замуж за русских, православных, подчеркивая. И Алаудинов, отвечая на это, подхалимствуя своим хозяевам, тоже нес дикую белиберду, что якобы он приводит примеры, какой-то его родственник выдал за русского какую-то женщину из их рода. Я сомневаюсь, что Алаудинов сам из чеченского рода, и многие сомневаются. Это насмешка, вопрос сам поставлен насмешкой над нами. Вам мало того, что уничтожаете нас 467 лет, оскорбляете нас, сжигаете нас, выселяете нас, да еще притом клевещете на нас, дикую свою дичь. И теперь вы решили добраться, оскорбить нас, наших, через женщин. Наши женщины святые, далеко в отличие от ваших и вашего сознания. И мы видим, какая святость в кавычках имеет ваша женщина, ваша мать. Это видно в вашем грязном, нецензурном языке. Я обращаюсь ко всем имперским русским шовинистам, и задавшим этот вопрос тоже относится к ним. Нет, никогда мы не выдадим за вас имперских отпрысков, мужиков, не знающих отцов своих святых женщин, святых сестер. Никогда не будет этого. Не было и не будет. Вы далеко нам не ровня. Вы мужики безродные, а своих благородных вы расстреляли, а кто смог убежал на Запад и Восток в 1917 году. Остались вы одни мужланы, и теперь мучаете, издеваетесь над всем миром, угрожая ядерными бомбами, направить их на все европейские страны, в том числе и за океан в Америку. По центральным телевидениям вы все это вещаете, это ваша сумасшедшая дикость. Мы никогда не дадим за вас своих женщин. И никогда вы не будете нам ровней. Знайте это вот так. Этот холоп ваш хуже, чем вы, имперский холоп, Апти Алаудинов. Опозорил себя, но не нас. Конечно, нас это очень оскорбило, что он якобы от чеченцев дает такой гнусный и пошлый ответ. Это не ответ, это было подхалимство вам. Отвечаю я вам, представитель нохчи чеченского народа. И любой нохчи чеченец скажет вам так же. Я говорю без сентиментальных слов, как есть на духу. Чтобы не быть вами и не быть похожими на вас, мы ведем с вами оборонительную войну за эти 467 лет от Ивана Грозного. Более 100 войн мы отбивали от вас. И все наши села, города по нескольку раз сожжены, по несколько раз за эти
почти 500 лет. И какую наглость надо иметь и так задавать такой вопрос? Вы генетические враги нам, потому что вы нас считаете самыми большими врагами во все времена чеченцев. У вас мы самые большие враги, так оно и есть. Потому что мы больше всех на этой земле противостоим вам и будем противостоять, пока живы чеченцы, пока жив дух свободы ногти чеченского народа. Знайте это вот так. Никогда Нохчо не отдаст за вас свою сестру или родственницу. Никогда не будет этого. И далеко вам до нас. Мы аристократы по жизни, по духу, по менталитету. Любой из нас знает минимум имена своих 7 предков. А есть, которые знают и до полусотни, за 20 и за 30. И кто вы сравниться с нами? Из-за того, что вас много, это ничего не значит. Хорошего много не бывает, говорят ногти чеченцы. А развелось вам повсюду. Вы повсюду всех приписали к себе. Ассимилируйте народы, и эти народы тоже приписали к себе. Вот так вы размножались. Алаудинов может выдать свою дочь и кого угодно, лично своих, но никак не представитель нашего, не истинный представитель нашего народа никогда себя не позволит не то что выдать, а допустить такую мысль, тем более сказать, как он в эфир на весь мир. Ислам строго не допускает выдачи мусульманской женщины за немусульманина. Строго. Это святая аксиома. Но ислам, мусульманин может жениться на иудейке, христианке, но не на многобожнице. Знайте это тоже. И скажу я вам одну процедуру изгнания на простом языке для всех. Вот, к примеру, человек, если не справляется с работой, относится халатно, опаздывает, его исключают из работы. Студента, не успевающегося, и даже ученика со школы исключают из школы или института. Вера тоже и христианская, и мусульманская исключает человека из веры, выводит его, если не соблюдает он их. А также чеченство, нохчалла называется, исключает человека из своей среды, не исполняющий свои обязанности. Изгоняется он из рода, из селения, в крайнем случае самое сильное наказание из страны. Есть без изгнания из страны исключение из рода чеченского народа. Вот этот такой, как этот Апти Алаудину, даже если он и был корнями наш, с этого момента он исключен всеми чеченцами. А когда мы восстановим свое управление, его имя будет названо вместе с другими, кто заслужил такую же печальную заслугу. Поэтому я люблю говорить коротко, цитатами, не буду вас задерживать, занимать ваше время. На этом мы закончим. Я надеюсь, что я донес до вас и высказал свою мысль, и мысль многих, всех, можно сказать, истинных чеченцев. Я не хотел говорить об этом, многие попросили, не хотел говорить за святость наших женщин и девушек, сестер. Но многие сказали и возложили на меня это сказать. Честно говоря, это у меня играло в душе, не отпускало меня это. Может, немножко успокоюсь, высказавшись этим вам. Желаю всем всего доброго.
добрим людям. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.